Одесса, весна 1997 года. В аэропорт прибывает делегация из Чеченской Республики Ичкерия. Эдуард Гурвиц, мэр Одессы. Ваха Арсанов, вице-президент Чеченской Республики Ичкерия. В знак уважения к высоким гостям на здании мэрии Одессы на Думской площади вывешивают флаг Ичкерии. Чеченская Республика Ичкерия – непризнанное государственное образование, существовавшее после распада Советского Союза на части территории Чечено-Ингушской Республики. В России лидеры Чеченской Республики Ичкерия причислены к списку террористических организаций. Встреча делегации Чеченской Республики Ичкерия происходит на высшем уровне. На приеме присутствуют все первые лица Одессы. Да, наконец-то все состоялось. Леонид Капелюшный, один из главных советников Эдуарда Гурвица в 94-98 годах, редактор городской газеты «Слово». Имел репутацию серого кардинала, участвовал во всех без исключения контактах мэра с чеченскими террористами. Александр Прокопенко, секретарь Одесского городского совета. Владимир Стеблина, заместитель Одесского городского головы. Анатолий Ворохаев, заместитель Одесского городского головы. Арсанов Ваха Хамидович, кличка Змей, известен как главный тюремщик Чечни. Специализировался на похищении людей с последующим получением выкупа. С началом боевых действий на территории Чечни участвовал в сопротивлении вооруженным силам России. Убит в 2005 году в ходе проведения контртеррористической операции. В здании мэрии происходит подписание договора о сотрудничестве между Одессой и Чеченской Республикой Ичкерия. Из толпы присутствующих звучат выкрики «Аллах Акбар». Позвольте преподнести очень дорогой подарок для чеченцев. Это настоящий кинжал. Это славный день. Грозный, 6 октября 1996 года. Мэр Одессы Эдуард Гурвиц прибыл в Грозный с целью освобождения 25 кировоградских строителей, захваченных чеченскими боевиками. Рабочих задержали в августе 1996 года всего с одним требованием. Приехать за ними должен не работник консульства, а мэр Одессы Эдуард Гурвиц. 2 месяца между посольствами Украины и России длился дипломатический скандал. Соседнее государство не понимало странную любовь боевиков к мэру Одессы. После убийства одного из кировоградских строителей Эдуарду Гурвицу разрешили приехать за рабочими. Если так сказать, мы, конечно, готовы отдать украинских граждан любым властям Украины. Но Одесса есть Одесса. Если мэр Одессы, значит, он и должен, соответственно, статусу города Одессы в мире иметь отношение к всем. Я думаю, что это так. Спасибо. Зелимхан Яндарбиев, один из основных идеологов чеченского сепаратизма, в 96-97 годах исполнял обязанности президента Чеченской Республики Ичкерия. Обвинялся в террористической деятельности на территории России. В 2001 году объявлен в международный розыск. Убит в 2004 году в результате операции спецслужб. На этих кадрах Ваха Арсанов гордо выдает Эдуарду Гурвицу последних 8 заложников из Кировограда. При этом он не уточняет, что все это время они находились в его личном рабстве. В Грозном был убит 19-летний житель Кировограда Сергей Зубов. Но в самолет грузят 2 гроба. Эта страшная загадка не разгадана по сей день.
Делегация Эдуарда Гурвица и 26 кировоградских строителей улетают в Одессу. Родственники ждут заложников в Кировограде. Одесса, ноябрь 1996 года. Поет имам Алим Султанов. Имам Алим Султанов – певец, автор и исполнитель песенных баллад, автор гимна Чеченской Республики Ичкерия. С началом Первой Чеченской войны выступал перед чеченскими боевиками. Убит в Одессе 10 ноября 1996 года группой неустановленных лиц. Одесса, аэропорт. Тело Алим Султанова отправляют в Чечню спецрейсом Одесса-Грозный. Он был убит в Одессе 10 ноября 1996 года группой неустановленных лиц. Гроб с телом Алим Султанова провожает лично мэр Одессы Эдуард Гурвиц. До сих пор не ясна роль Эдуарда Гурвица в освобождении кировоградских заложников в 90-х годах и усилении чеченского влияния в Одессе в эти же годы. Эксперты предполагают, что, воспользовавшись личными связями с чеченскими боевиками, мэр Одессы пытался повысить уровень личного влияния на взаимоотношения Украины с Россией, а путем прямого привлечения чеченского криминалитета укрепил свое влияние в Одессе. И лишь спустя 12 лет стало возможным объективное рассмотрение взаимоотношений Эдуарда Гурвица с террористическими организациями.